Надо развивать, не останавливаться на том, что мы сейчас достигли. Итоговая пресс-конференция Юнусбека Евкурова. Что интересует региональные СМИ? Так надо нам освободиться от словоблудия и лжи, а наша сила лишь в единстве и в милосердии души. Юные таланты Ингушетии в конкурсе «Золотое перо» выявляли лучших авторов и чтецов. Они живы, пока жива память о них. Выставка героев Великой Отечественной открылась в Музее краеведения. В Али-Юрте стартовал республиканский турнир по боксу памяти Лейлы Албагачиевой. Как ингуши всегда к коню как относились? А это тот же самый конь, только моторизованный. Магаз стал центром мотошоу. Каскадеры на байках приехали с гастролями в Ингушетию. На канале Ингушетия Новости 24. Здравствуйте. Более 2 часов длилась итоговая пресс-конференция главы Ингушетии Юнусбека Евкурова с региональными СМИ. За это время глава региона ответил на 2 десятка вопросов. Затронули самые разные направления – от социально-экономического развития до общественно-политической ситуации. Не оставили без внимания и предстоящие выборы президента страны. Коснулись также молодежной политики, спорта и туризма. Репортаж Лейлы Гайсановой. Очередная пресс-конференция главы собрала журналистов ведущих СМИ региона. Республика уже четверть века активно развивается, соответственно, есть о чем поговорить. Если разделить вопросы по тематике, то ведущая роль осталась за социальной сферой. Началась пресс-конференция с вопроса о федеральной целевой программе. Глава Ингушетии заявил, что несмотря на то, что программа уже завершена, регион будет развиваться благодаря реализации других программ. Да, у нас программа была до конца 2016 года. Мы ее исполнили, выполнили. Но если вы обратите внимание, в этом году вне программы, в том числе вне программы, мы строим много объектов. То есть те же дома культуры, которые в этом году мы делаем, где-то 8 домов культуры, и еще столько же примерно заложено на следующий год. Те же школы, которые мы в этом году сдали, одни там по ФЦП, а другие, которые сейчас мы сдаем. Их 6 школ и 3 детских садика, они вне программы ФЦП, то есть уже другие программы. Поэтому здесь я хочу успокоить население тем, что независимо, что программа ФЦП завершена, есть другие формы участия в программах, проектах, и мы в них участвуем. И нам, конечно, там помощь нужна, и нам эта помощь закладывается в том числе на другие годы. По школам в том числе. Ну и принято решение, и довольно серьезная сумма выделяется по детским яслям, и мы в этой программе участвуем. То ли это будет отдельное строительство детских ясель, или то ли это будет другое, как мы предлагаем в действующих, существующих детских садиках создавать ясельные группы. Плюс мы участвуем в различных проектах, в том числе расширение федеральной автомобильной дороги. Довольно серьезные средства выделяются, и со следующего года, я думаю, что там уже начнется реконструкция. Мы участвуем в программах развития агропромышленного комплекса и тоже видим дотации непосредственно Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. То есть и по линии Министерства здравоохранения, Министерства культуры. То есть мы уже, независимо от ФЦП или не ФЦП, все равно участвуем в тех программах, которые есть у профильных министерств и ведомств. Вполне ожидаемым был вопрос и касаемо инвестиционных проектов. Понятно, что для развития республики важен инвестклимат. Как же бизнес может помочь региону? В данный момент такие предприятия, это, конечно, сад-гигант, который с каждым годом будет наращивать. Я думаю, что к 2020 году он будет такой один из самых крупных бюджетообразующих предприятий на территории республики. Это полимерный завод. Это мы в классическом варианте видим со следующего года уже, по крайней мере, если не к концу года, то уже в 2019 году это завод энергосберегающих ламп и швейную фабрику, который должен стать уже на хорошее производственное крыло.
И это уже непосредственно поддержка вот тех инвестпроектов по-крупному, которые мы видим, и «Строймаркет», и те проекты, которые мы сейчас реализуем по линии корпорации развития Северного Кавказа, где лично нам помощь в этом оказывает министр со своей командой. Это и птицекомплекс «Южный», и предприятие «Реак» по алюминиевым профилям. Мы в этом году в том числе подали проекты для расширения участия в этой корпорации. И я думаю, что они тоже дадут хороший результат. Вот такие бюджетообразующие вещи, которые позволят нам пополнять бюджет. Что мы видим? Да? Задача, она стоит такая. Где-то примерно, если мы по этому году ставили до 4 миллиардов рублей, но чуть-чуть задачу недовыполнили, посмотрим по итогам года, то на следующий год мы хотим видеть результат там где-то 4,5-5 миллиардов рублей по доходам бюджета республики. Неспроста пресс-конференция итоговая. Это своеобразная оценка того, какие успехи были достигнуты руководством региона и на что стоит обратить еще большее внимание. Оценил Евкуров и работу правительства и муниципалитетов. Мы сегодня наработали хороший опыт, с учетом в том числе и регионов страны, где этот опыт раньше нас нарабатывался. Мы создали совершенно хорошую нормативно-правовую базу в муниципалитетах. И сегодня мы некоторые вопросы, в том числе, передаем на управление муниципалитетом, а некоторые вопросы, такие как, например, школа, детские садики, забираем на себя. То есть у нас есть возможность где-то регулировать этот процесс с учетом рисков, которые происходят не по вине муниципалитета, не от того, что они не могут управлять, а от того, что у муниципалитета нет финансовых средств для того, чтобы содержать некоторые проекты. Поэтому я считаю, что муниципалитет работает на должном уровне, но не без недостатков. Повторяю еще раз, почему? Потому что наши муниципалитеты имеют одну такую глобальную проблему, или две. Первое – это они не всегда относятся оперативно, быстро реагируют на проблемы людей на местах, не всегда. Ну, не везде, конечно, но тем не менее. И они по старой привычке пытаются каким-то образом ждать, пока кто-то вместо них работу сделает. И вторая проблема, они не совсем как бы избирательно подходят к вопросу пополнения собственных доходов. По правительству. Ну, как я уже и раньше это говорил, год работы в правительстве небольшой срок, но они уже проявили, показали себя. Некоторые сошли с дистанции. Кто-то по уважительным причинам, кто-то без причины, но понимая, что не оправдались его надежды, да, на участие именно в правительственном блоке. Но я думаю, что команда состоялась. Обычно в практике бывает так, там, год нельзя ругать, нельзя трогать, нельзя, там, человеку надо дать возможность войти. Поэтому вот сегодня уже, там, как вы сказали, прошел год, наступил момент, когда мы уже будем ругать более жестко правительство. Хотя я должен сказать, что и представитель правительства, и команда, они работают уже в совершенном механизме. Там сейчас и руководитель аппарата, такой уже устойчивый человек, который должен аппаратную работу наладить и организацию, планировать работу поставить на должный уровень. И я уверен, что правительство дальше будет уже наращивать свой потенциал. Но самое главное, что тот состав правительства, который сегодня есть, и та смена правительства, она оправдала наши ожидания. Пожалуй, самая актуальная тема, которой коснулись в ходе пресс-конференции, это предстоящие президентские выборы. На ваш взгляд, в чем преимущество Путина перед другими кандидатами, которых уже, как сообщается, 23? Кандидатуры, которые выставляют они граждане нашей страны, имеют на это право выставиться, и никто не умаляет их достоинств в плане там, попыток там, участвовать в выборах президента. Ну что ж, авторитет Владимира Путина, он непререкаем и на данный момент, и в последующие годы. Почему? Потому что у Владимира Ильича есть целая история, как он принимал нашу страну, когда шел на первый срок президентский. Знаете, вообще человека познают, наверное, вот в трудных ситуациях. Он с первого дня оказался, грубо говоря, на войне. С первого же дня. С
первого дня он вот боевой, прям боевой, с колен, в обстановке, он прямо с колен начал писать там уже какие-то определенные документы, начал давать указания жесткие, и не просто там просто дать указания для показухи, а выполнимые. И с первого же дня я тогда тоже служил в вооруженных силах. Армия поверила, народ поверил. То, что все его решения будут исполнены. Он не даст заднего. И вот на протяжении вот этих лет он это все доказывает. Мы сейчас просто забываем, какая была страна. И сколько сделано за этот период. А это не так легко. За тот небольшой период. И это все сделано, и в конечном итоге сегодня нет никаких сомнений, что именно Владимир Владимирович должен пойти на следующий срок. И для нас, для страны, это 6 лет. 6 лет спокойствия, 6 лет понимания, к чему мы идем, 6 лет стабильности и 6 лет прогнозирования завтрашнего дня. А дальше это еще больше и лучше укрепится. И вот эти 6 лет нужны не для того, чтобы поднимать страну, потому что наша страна поднялась. Эти 6 лет нужны именно для того, чтобы закрепить этот успех. Также не обошли вопросы безопасности в республике, нападение на пост ГИБДД в Яндере. Глава рассказал, что это была спящая ячейка и надеется, что больше таких в регионе нет. И заверил, что во время проведения президентских выборов работа правоохранительных органов будет усилена. Нет у нас никаких угроз ярко выраженных. Вы знаете, что нападение, которое было на пост в Яндере, это из области того, что первый пошел на это вот кровавое преступление, долго не могли разобраться, пока не получился второй уже более зловещий случай. Там быстро разобрались, но эту цепочку просто восстановили, да, то, что, на чем это все было. Надо понимать, что вот эти все ребята, которые сейчас арестованы, и те двое, которые, один подорвался, второй был уничтожен, они после первого случая были на беседе органов правопорядка. Они были на заметке. Они уже были где-то светились с первым. То есть там работа такая шла. Они и их родственники в своем большинстве категорически отвергали любую причастность их детей, как и сегодня. Родственники тех, кого задержали, пытаются отвергать любую причастность их детей. Поэтому, конечно, мы будем работать в этом направлении, но это была так называемая спящая ячейка. Надеюсь, что таких ячеек у нас не осталось, хотя сомневаться в том, что они есть, тоже не приходится. Есть, но ситуация под контролем. А вот директора НТРК Ингушетия Гуреша Агасиева интересует, как, на взгляд главы республика отметила свое 25-летие. Подводя итоги года, наверное, надо в первую очередь вспомнить про 25-летие республики. Самое большое, главное мероприятие года, наверное. Был разработан обширный план празднования 25-летия. Как ваш план выполнен? И довольны ли вы, что так? Все мы отметили 25-летие республики. Я доволен нашим уходящим годом, годом 25-летия республики, и хочу сказать, что то, что мы закладывали в планы, они были выполнены даже больше, чем оно было и изначально там уже изучено или там утверждено. Говоря о планах на будущее, глава Ингушетии отметил, что необходимо развивать туристический кластер. Туристы с удовольствием посещают Ингушетию, и для гостей нужно создавать комфортные условия. Надо развивать, не останавливаться на том, что мы сейчас достигли. Я вот видел недавно вот этот хостел, вы сказали, да, может это есть, там вот это семейная гостиница, так будем говорить. Насколько там люди даже не заселяются в лока, а едут именно в семейные гостиницы. Там более домашняя, уютная обстановка, там и понимание людей. И я передачу видел, НТК там, кажется, была передача, как этих людей там чествуют, как они там встречают, как туристы отдыхают, как туристы там радуются этому. И хозяин дома, который гостиного дома там, или гостевого дома, как с удовольствием это все рассказывает, сказал, что это его там уже бизнес, да, и он будет планировать еще какой-то дом построить такой. Нам надо здесь делать упор, тем более мы гостевой дом, хажца, да, это наше традиционное, нельзя этого забывать, и надо это делать.
И каждая семья, если возьмет из этого, там, или часть семей, там, Джейравского района особенно, они могут на этом хорошо зарабатывать. Я знаю, что те регионы, которые традиционно находятся в зоне курортных, это та же Кабардино-Балкария, там, Прибрусье, там, или Донбай, люди только этим занимаются, на этом зарабатывают. Поэтому почему нет? Мы должны изучать опыт и это все делать. Ну и, конечно, делать определенные развлекательные, такие привлекательные вещи. Помимо этого, надо сейчас дополнительно еще делать там народно-промысловые вещи, на что жалуются туристы, что в шаговой доступности нет того, что хотелось бы купить. Каждый турист хочет там вот кусочек камня, но домой привезти, показать, что он был здесь, на память, да? И здесь тоже то есть есть еще темы, над чем работать, мы будем это все развивать, потому что и в глобальном плане туристическую отрасль развивать, тем более сейчас с учетом смены руководства курортов Северного Кавказа и передачи курортов в ведение Минкавказа, надеемся, что мы и там получим определенную помощь. Кроме того, коснулись спорта и отдельных направлений в нем, которые необходимо развивать в Ингушетии, работы благотворительных фондов и молодежной политики. В целом, пресс-конференция продлилась больше 2 часов, за которые глава республики успел ответить более чем на 20 вопросов. Лейла Гайсанова, Мухаммед Миржоев, Гапур Чахкиев, Новости 24. Проблемы будут решены. Вынужденные переселенцы из Чеченской республики, которые пожелали остаться в Ингушетии, почти все получили жилье. Но есть и те, которые остались без него. По большей части это жители, не продлившие свой статус вынужденного переселенца. Чтобы выслушать их проблемы и вопросы, глава региона провел встречу. Каждое обращение имело одинаковый характер – нет жилья. Юнузбек Евкуров предложил создать специальную комиссию, в которую войдут представители миграционной службы, Миннаца и инициативная группа из числа самих переселенцев, чтобы выяснить, по каким причинам эти люди не попали в список получателей господдержки. Проверим всех, кто получил это жилье. Проверим всех, кто получил сертификаты. Кто получил сертификаты по спискам. Вот месяц проверим. На самом деле она не но тигаче с Харсвар Хагушва Хаясун Савяга вас Грозный. Вот если вы это сделаете, тогда вот всех, кого вы найдете незаконно, мы через суд, через уголовное дело заберем то, что они получили незаконно. Глава Ингушетии в ходе совещания с членами правительства республики поручил проконтролировать, чтобы до конца этого года были покрыты все задолженности по заработной плате и по социальным выплатам перед жителями региона. Основное внимание участники совещания уделили теме своевременной выплаты заработной платы всем работникам бюджетной сферы и госслужащим. Глава отметил, что люди должны вовремя получить свои деньги. Что касается премиального фонда, то средства должны распределяться в зависимости от трудовой деятельности сотрудников. Премии должны получать те, кто хорошо работал. А календарный год должен быть завершен без просроченной задолженности по социальным выплатам и заработной плате. Получателям республиканских социальных выплат должны перечислить всю задолженность. Проект республиканского бюджета на предстоящий год и плановый период 2019 и 2020 годов стал одним из главных вопросов на повестке очередного заседания регионального парламента. Документ должен быть принят до конца года. Депутаты при рассмотрении проекта бюджета заострили внимание на вопросе обеспечения лекарствами льготной категории граждан. Для стационарных больных средства в республиканском бюджете предусмотрены в полном объеме. Сумма, необходимая для обеспечения лекарствами льготной категории граждан, составляет не менее 300 миллионов рублей. На заседании речь также шла о работе прошедшего накануне в Москве 17-го съезда «Единой России», в котором принимал участие спикер парламента Зелимхан Евлоев, который поделился с коллегами о задачах партии на 2018 год, которые определили на съезде, и произведенных кадровых изменениях.
Евлоев подчеркнул, что президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании обозначил ключевые приоритеты политики государства на ближайший период и особо отметил, что вся политика, работа в экономике и социальной сфере должна быть нацелена на сбережение нации, решение задач демографического развития. Спикер парламента также добавил, что «Единая Россия» безусловно поддержит кандидатуру Владимира Путина на выборах в президенты. И в частности, Ингушское региональное отделение окажет ему всевозможную поддержку. 25 тонн гуманитарной помощи отправили сегодня из Ингушетии для нуждающихся жителей Сирии. Благотворительная акция организована региональным Минтрудом по поручению главы республики. В богоугодном деле принимали участие вся республика, от министерств и ведомств до простых жителей. В гуманитарную помощь включили все самое необходимое. За 2 недели удалось собрать 4 тонны сахара, муки, около 1000 рюкзаков и 100 школьных досок и других школьных принадлежностей, а также крупа, макаронные изделия, конфеты и печенье. В Сирию колонна с гумпомощью прибудет уже завтра. Отправляем его военно-транспортным самолетом сегодня вечером. И через 3 дня мы прибудем обратно в место назначения в Республику Ингушетия. Региональный конкурс молодых авторов и чтецов «Золотое перо» впервые состоялся в стенах Ингушского госуниверситета. Студенты различных факультетов представили свои произведения широкой публике. Члены жюри отбирали лучших студентов в 2 номинациях – чтение поэтического произведения и лучшее стихотворение начинающего автора. Залина Магушкова расскажет подробнее. Зачитывать свое личное произведение впервые перед публикой для многих очень волнительно, тем более, что нужно не только представить свое творение на суд зрителей, но и прочитать его выразительно с интонацией, чтобы затронуло сердца. Начинающие авторы пишут не только на русском, но и ингушском языке. Чаще всего поэты затрагивают темы любви к родине, к матери, родному народу, порой встречаются в стихах и философские мысли. Вдруг посыпется их целый том, и я не статуя, я лишь статуэтка. Под монетками я погребен. Давай старта, и жадный стервятник обгладает всю душу мою. Региональный конкурс молодых авторов и чтецов «Золотое перо» проходит впервые. Он привлек к участию около 70 молодых людей. После первых 2 отборочных этапов до финала дошли 36 студентов ингушских СУЗов и вуза. Причем это учащиеся факультетов различных направлений. Основная составляющая – это, конечно, профиль филологический, филологи участвуют в конкурсе. Но нас порадовали студенты и медицинского факультета нашего университета, и факультета экономики, химики были представлены в работах. Так что студенты радуют своими творчествами. Заключительный 3-й этап определит победителей в 2 номинациях – начинающий автор и лучший чтец. Перед последними стоит задача зачитать стихи ингушских и российских авторов, выбранных по своим предпочтениям. Главное – сделать это максимально выразительно и эмоционально. И в чужестранные идеи мы словно в омут с головой, но мы лишь пешки для затеи, не видим истинных врагов. Так надо нам освободиться от словоблудия и лжи, а наша сила лишь в единстве и в милосердии души. Наряду с предстоящей сессией к конкурсу готовилась основательно и студентка 2-го курса филфака Хатимат Истоева. Девушка хоть сама никогда не писала стихи, но очень любит поэзию. На конкурс она представила стихотворение ингушского классика Герихана Гагиева. Это стихотворение на ингушском языке, про ингушский язык. Выражает всю любовь к нашему языку. Это очень красивое стихотворение на самом деле. Для участников конкурса есть несколько бонусов. Их стихи будут опубликованы в журнале «Литературная Ингушетия». При поддержке ректора университета также планируется выпуск специального сборника стихов участников и победителей конкурса. Он будет доступен в научной библиотеке университета. В качестве жюри приглашены поэты и дикторы республики. Именно они решают, кому будут вручены кубки и дипломы. Кроме того, победителям подарят авторские книги. Когда ты видишь, что тот или иной студент или учащийся, он пишет от души, а не для того, чтобы рифмовать. Это видно, конечно. И о республике, и о народе, и о тех людях, которые ему близки.
Там виден талант. Несомненно, талант виден. Участники конкурса «Золотое перо» объединятся в поэтический клуб, целью которого станет пропаганда ингушской национальной культуры, поиск молодых талантливых поэтов и писателей для дальнейшего продвижения их творческого потенциала и организации встреч с творческой интеллигенцией. Залина Магушкова, Хаваш Гойгов, Новости 24. Если юные авторы только начинают представлять свои труды публике, то мастеров пера сегодня награждали юбилейными медалями. В уютной обстановке за чашкой чая в Зимнем саду администрации главы республики состоялась встреча Юнузбека Евкурова с членами Союза писателей республики, которые внесли весомый вклад в развитие литературы, науки и просвещения. Репортаж Зелимхана Калоева. 25 лет члены Союза писателей Ингушетии радуют читателей своими работами. За столом в администрации главы республики собралась лишь небольшая часть литературной элиты региона. Небольшую справку о работе организации подвела ее руководитель Раиса Дидикова. Очень важна литературная критика. Вот они все, кто сегодня знают, сидят здесь, знают, что это основной вопрос, на который мы без конца акцентируем внимание всех пишущих, чтобы они правильно воспринимали его. Потому что, одаренные, да, но это самоучки, это люди, которые на базе того литературного опыта, который есть, сегодня стараются, подражая им, что-то делать, пока не найдут себя. Естественно, мы помогаем как-то себя найти, уже свое видение, свой стиль. Руководитель региона подчеркнул, что эта встреча приурочена к 25-летию со дня образования Союза писателей Ингушетии и поздравил всех с 3 датами. Юбилеем Республики Ингушетия, главной датой Союза писателей с наступающим Новым годом. Союз писателей за это время выпустил большое количество трудов, которые нужны для наших жителей, особенно для молодежи. Буквально из-под земли нужно доставать нашу историю. Я не раз уже об этом говорил, когда мы видим историю только в масштабах современной России, в масштабах Советского Союза, в масштабах русско-японской Первой мировой войны, в масштабах как Дикой дивизии или, как говорили, разгром Деникина под Далаковым. А дальше глубоко смотрят. Мы почему-то не особо хотим туда лезть. Наверное, здесь есть ряд причин. Первая основная причина – это незнание, как это сделать. Отсутствие тех специалистов, которые могли бы поднять вот эту историю наших предков, глубину истории наших предков. Когда происходит огромное количество споров, и даже мы среди себя, уже историков, уже среди своих историков не можем найти некоторые вещи, здесь, конечно, какой-то главенствующий орган должен быть, который должен определять, что первично, что вторично. Юнузбек Евкуров выразил признательность тем, кто посвятил свою жизнь служению творчеству, кто приумножает культурное наследие нашего народа, воспитывает чувство прекрасного у подрастающего поколения. По словам руководителя региона, вклад в историю патриарха ингушской литературы Исы Кадзоева бесценен. Делаем мы целые передачи с участием нашего старшего Кадзоева Исы, когда он очень много рассказывает таких глубинных вещей, расписывает разные вещи, разные наши истории. Но мне кажется, что это надо расширять, надо больше делать все это. Надо все-таки какие-то фундаментальные вещи раз в год должны появляться. Хорошие песни про республику, чтобы это спела девушка или парень, чтобы дух поднимался молодежи, народа и населения. Про стариков, чтобы старикам было приятно, про женщин, про природу, про горы. Хорошие рассказы, хорошие сказки для наших детишек. Все должно быть в комплексе. К слову о преемственности литературной критики, Иса Кадзоев уточнил, что это действительно важно в развитии литературного творчества, но основополагающим является самообразование. У нас очень много пишущих людей. Я журналы читаю, стараюсь все прочитать, то, что выходит. Талантливые вещи, очень много талантливых вещей. Особенно лирика у нас хорошо развивается, лирические произведения. Особенно тема – это Нань.
О, как только откроешь телевизор, нан, ванан, еда яхамса. Так что я просто желаю вам, раз мы здесь собрались, я редко ухожу, старый я уже, 80 лет. Я вам всем желаю успеха, удачи. Когда сегодня я сидела с самого начала, я увидела, что это не просто встреча, она знаковая. Она как бы великий пример самоорганизации ингушского народа. А это означает, что история этого народа исчисляется не только этими 25 годами, которые прожила республика, и не только этой четвертью века, который прожил новый союз писателей. И даже не сотни лет, эта история достаточно долгая. На встрече не только обменивались мнениями и говорили о работе писателей, но и делились своими произведениями. На суд присутствующих прозвучали стихотворения о любви к родине и уважении к своим истокам. Стихов много, да? Много же стихов? Много. Но если вы не научитесь из этих стихов выделить вот такие, которые нужны сегодня. Если вы посмотрите Великую Отечественную войну, это же не просто в кино, там, Подмосковье, битва под Москвой показана. Рядом с нами, там, вот, дома, там, ветераны Великой Отечественной войны, Далгештолцам, они это рассказывали, когда приезжал ансамбль, а там же пели песни такие, которые там «Вазат вагал кичвалыш», да? Есть моменты, когда это надо уметь. И если эти стихи рассказать там, где мы отмечаем Новый год, это одно. А если эти стихи рассказать там, где ребята идут в армию, там, где ребята идут учиться, когда мы собираем день первокурсника, или там абитуриентов здесь собираем, которые должны поехать учиться. Если эти стихи рассказать там, где первая сессия парламента, или там, где мы набираем общественные организации, если эти стихи рассказываем, как сейчас мы в Москве собрали общественность, или там везде это, и они должны быть не от того, что его выделить, чтобы никто не обижал. А почему его? А потому что это как раз то, что должно задеть душу хукунах, воли, хусагвали. Не то, что хукунах, вообще хамансагвали. Так нет. Дуакал мудиис. А что он в стихах говорит? Хаймох глорби йохцу. Малхат хакачаб йохцу. Завершилась встреча вручением юбилейных медалей 25 лет Республики Ингушетия. Ведь четверть века в этом году празднует не только Союз писателей, но и в целом регион. Зелимхан Калоев, Новости 24. В Музее краеведения имени Тугана Мальсагова открылась выставка героев Великой Отечественной войны. 57 портретов, в том числе и Али Аушева, кавалера 2 орденов Красной Звезды, Красного Знамени и орденов Отечественной войны 1 и 2 степеней. Командир зенитно-пулеметной роты принимал участие в боях за освобождение Белоруссии и Литвы. В первый день наступления под Витебском его рота действовала в боевых порядках пехоты, поддерживая своим огнем стрелковые подразделения. В ночь на 27 июня 1944 года, когда окруженная витебская группировка немцев предприняла контратаку с целью вырваться из окружения, он 2 взводами выдвинулся вперед и помог пехоте восстановить положение. Более 100 гитлеровцев были уничтожены усилиями роты Аушева. В бою за овладение аэродромом, будучи командиром взвода, он поднял взвод в атаку и, находясь впереди, повел вперед. Первым ворвался на аэродром и бросил гранату, уничтожив 4 немецких солдат и подавил огневую точку противника. В этом бою он был ранен. За мужество и героизм был удостоен 2-м по счету ордена Красной Звезды.
Сегодня свой юбилей отмечает ветеран труда, житель города Назрань Юсуп Хутиев. Ему исполнилось 80 лет. Поздравили юбиляра с личным праздником представители регионального комитета лесного хозяйства. Вручили благодарственное письмо и денежную премию. Хутиев проработал 25 лет директором Назрановского лесхоза, вплоть до 1991 года. И за это время занимал первые места в социалистических соревнованиях. После Юсуп Хутиев трудился в Министерстве лесного хозяйства Чечено-Ингушской АССР. Продолжил трудовую деятельность в Комитете лесхоза после образования Республики Ингушетия. В период с 30 декабря по 8 января 2018 года общественный транспорт будет ездить по новому графику. Он разработан региональным комитетом промышленности по поручению правительства республики. Рейсы по всем маршрутам сокращены, а некоторые межрегиональные и вовсе отменены на время новогодних каникул. К примеру, Сунжа-Нальчик. График выставлен на официальном сайте ГУП «Ингуш-Автотранс» и на сайте Компромсвязи Ингушетии. В случае смены маршрута или задержки транспорта можно обратиться по номерам диспетчерских служб или позвонить по горячей линии транспортного отдела Компромсвязи Ингушетии 8 873 2 22 48 65. Какие маршруты у нас коснутся изменения? Это, в основном это будет межрегиональные сообщения, это направление, которое будет из республики в республику, а также и внутриреспубликанские сообщения. На примере могу сказать, что если взять, например, 13-й маршрут или же направление Магаз, если на автобусном маршруте катается у нас или осуществляет курсирование 10 автобусов, то в соответствии с изменением пассажирооборота количество автобусов будет меньше, порядка 5 автобусов. К части касаемо каждого направления, это можно увидеть уже на официальных сайтах Компромсвязи и сайте ГУП «Ингуш-Автотранс». По данным Минприроды России, Ингушетия официально признана субъектом, оказывающим наименьший экологический вред в стране. Об этом заявил председатель Комитета Республики по экологии и природным ресурсам Магомед Бабхоев в ходе расширенного совещания в Магасе под председательством Юнузбека Евкурова. Это результат огромной работы, проделанной комитетом за последние годы. Так, в 2017 году нашей республикой реализован региональный план года экологии, согласованный с Минприроды России. Также в рамках реализации федеральной целевой программы развития водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах уже выполнены работы по восстановлению и экологической реабилитации пруда в городе Сунжа и реки Назранка в селении Барсуки. Около 300 тысяч человек приняли участие во всероссийском субботнике «Зеленая Россия», «Зеленая весна» и акции «Посади дерево». Более 700 объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, поставлено на государственный учет. Ликвидировано большое количество источников загрязнения. Принят ряд нормативных актов, систематизирован оборот бытовых отходов. Более 50 спортсменов в разных весовых категориях участвовали в республиканском турнире по боксу среди юношей. Зрелищные поединки состоялись в физкультурно-оздоровительном комплексе сельского поселения Али-Юрт. Соревнования посвятили памяти известной ингушской альпинистки Лейлы Албагачиевой. Чем запомнился первый день турнира, расскажет Микаил Тангиев. Активная разминка и отработка ударов перед боем. Первыми на ринг выходят спортсмены весовой категории 38 килограмм. Оба хорошо понимают, что победитель получает шанс участвовать в первенстве России и готовы показать все, на что способны. Но вот боксер в красном сразу же показывает превосходство над своим соперником. Серия ударов один за другим и гонг, который возвещает: победа присуждается бойцу в красном углу ринга. Следующая весовая категория боксеров 32 килограмма. И снова спортсмен в красном с самого начала схватки навязывает противнику свой стиль борьбы. Соперник пытается ответить своему оппоненту, но, по-видимому, Халида Саутиева такая атака мало беспокоит. На финальных минутах заметно, соперник уже бьется из последних сил. Халид обрушивает на оппонента мощную серию ударов, и судья останавливает бой с решением явное преимущество соперника. Подготавливались 2 месяца с тренером. Хочу выразить большую благодарность своему тренеру Патиеву Магомеду и Магомеду Измайлову за то, что они воспитали меня вот так.
В обязательном порядке на таких турнирах дежурит специальная бригада врачей. Биться до конца за звание чемпиона – одно дело, но здоровье на первом месте. Судьи внимательно следят за ходом соревнований, чтобы турнир проходил по всем правилам Федерации бокса. Раунды длится 3 раунда 1,5 минуты, так как они, ребята, младшие юноши, только начинающие большую часть, поэтому у них 1,5 минуты боксируют, минуту отдыхают. В общем, 3 раунда по 1,5 минуты. Турнир собрал в одном зале свыше 50 спортсменов. Соревнуются в более 20 весовых категориях. Это только первый день поединков. Дальше, по словам организаторов, зрители ждут еще более зрелищные бои. У нас уже ближайшее, это уже первенство России, первенство Республики Ингушетия, это специально, это уже не турниры, а соревнования будут проходить. Это уже отбор на СКФО, отбор на Россию, вот это будет. Потому что календарный год уже, плановый календарный год. Вот и к ним будем готовиться. Уже в январе начинаются у нас соревнования уже. Победители получат заслуженные медали и грамоты. Но юные спортсмены не собираются останавливаться на достигнутом. И уже в следующем году они примут участие в первенстве Ингушетии по боксу. Михаил Тангиев, Магомед Урусханов, Новости 24. Стена смерти. Именно так называют трюк в мотогонках по вертикальной стене. От одного названия уже захватывает дух. У ингушской публики появилась возможность воочию увидеть этот опасный аттракцион. В республику приехали каскадеры. Репортаж Тамерлана Хамхоева. На площади Алания многолюдно. Посмотреть на мотошоу собрались десятки людей. Мотогонки на импровизированной трассе протяженностью в 15 квадратных метров. Казалось бы, вряд ли возможно, но эти экстремалы могут и не такое. Сначала небольшие заезды по стене, так называемой бочки, разгоняясь внутри которой мотоциклисты развивают максимальную скорость. Старт дан и заезды начинаются. Дальше больше, точнее быстрее, а уже в следующих трюках мотоциклисты катаются без рук на руле. Еле заметные движения ногами контролируют скорость и маневренность этих отечественных монстров. Кто-то из зрителей уже не так близко к ограде. Вибрирующая поверхность, кажется, вот-вот рассыпется от веса и скорости мотоцикла. Но у ребят все под контролем. Финальный номер – скоростная гонка, когда оба мотоциклиста обгоняют друг друга и подрезают, а затем совершают рукопожатие на скорости. Гул зрительских аплодисментов нарастает, риск неимоверный, но все обошлось. Гонка завершена, хотя финишную черту никто не пересекал. Ее тут просто нет, ну а публика в восторге. Мы вот вместе со студентами Ингушского госуниверситета пришли и получили хорошее такое удовольствие. Как ингуши всегда к коню как относились? А это тот же самый конь, только моторизованный. Инициатор проведения аттракциона – столичная администрация. Артисты пробудут в республике до 10 января. Заезды по вертикали каждый час, начиная с 11 дня. Ну а после завершения программы каскадеры проверяют своих железных коней. Стоит понимать, что это не просто мотоциклы, предназначенные для гонок, а усовершенствованные модернизированные машины, которые как раз подходят для езды на вертикальных стенах. Борис Булгак в экстремальных гонках уже не первый десяток лет и свое увлечение любит как никто другой. Ну это с раннего детства на мотоциклах, на мопедах начали, потом по дороге на разный мотоцикл. У меня все хорошо получилось и очень люблю мотоциклы. А вот у Алексея Свистунова сегодня показать мастер-класс не получилось. Мотоцикл на ремонте. В гонках в бочке Алексей не так давно, хотя уже успел полюбить их всей душой. Я здесь совсем недавно пришел сюда через своего друга. Его отец здесь старший каскадер. И вот он как сказал вот про вот это дело. У себя в городе я был тоже артистом, только актером. И он знал, что я очень люблю мотоциклы, и как бы мне рассказал про это. И вот я попал как бы сюда. Коллектив, который приехал в Ингушетию, сформировался уже давно. Еще в 80-х эти ребята давали представления в разных регионах. И сегодня, спустя десятилетия, они возобновили свою программу, чтобы радовать поклонников этого зрелищного вида спорта. Тамерлан Хамхоев, Магомед Урусханов, Новости 24. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь на Национальном.